Уважаемые друзья, открываем круглый стол по очень важной теме, по строительству атомной станции в Республике Саха-Якутия. Мы все прекрасно понимаем, что цена электроэнергии у нас очень большая, поэтому люди, конечно, с любопытством слушают новости об этой станции, но надо понимать, что есть тут и оборотная сторона. Мы прекрасно помним аварию на Чернобыльской станции в Японии, поэтому мы хотим выслушать специалистов, которые здесь у нас присутствуют, и поэтому я хочу дать слово сперва инициатору нашего круглого стола, очень известному нашему экологу Дмитрию Валентине Иннокентьевне, директору Центра экологического просвещения ЭГЭ, кандидату сельскохозяйственных наук. Валентина Иннокентьевна, пожалуйста, сюда садитесь. А вы подключаетесь, да? Ну, давайте вы садитесь. Пожалуйста. Что-то я не вижу еще. Звук, ну все. В комнате. Да, меня да? Видно и слышно? Очень хорошо. Да. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Значит, мы начинаем нашу работу сегодня, да, и немножко, значит, как вводное слово скажу, каким образом произошло наше, данное мероприятие. Значит, когда мы узнали о том, что из средств массовой информации, что планируется такой очень важный для республики объект, значит, мы решили, конечно, сделать более широкие обсуждения. Перед этим, значит, одна из активистов сделала запрос, значит, в Росатом о том, чтобы провести общественные слушания в онлайн-режиме. На это, значит, компания, которая планирует строить атомную станцию, дала свой отказ в том, что это невозможно сделать. Вот. Дело в том, что слушания будут проходить в поселке Усть-Куйга с населением всего 700 человек, и поэтому, конечно, 648 уточняю здесь, да, для того, чтобы можно было бы, иметь там таких специалистов, которые могли бы достаточно досконально изучить представленные материалы на общественное слушание и внести какие-то необходимые предложения и замечания. Поэтому мы решили все-таки такие обсуждения сделать в городе Якутске, столице нашей республики, для того, чтобы все-таки специалисты, представители государственных структур, которые должны курировать эту тему, могли принять участие в этих обсуждениях и высказать свое веское слово. Таким образом, вот мы проводим сегодня данный круглый стол. Но прежде чем дать слово специалистам, которые будут говорить по существу вопроса, конкретно по данному проекту, я бы хотела привести некоторые, значит, данные по тому, значит, для чего, в общем-то, этот проект задуман. Зачем нам, значит, нужно было строить эту атомную станцию в таком отдалении, рядом с небольшим поселком, вот около 700 человек, разумеется, это для того, чтобы, значит, уже достаточно мощно развивать там горнодобычную деятельность. Да? Речь идет, конечно, о богатейшем, значит, золотом месторождении Кючус. Ну и, наверное, не только разработка этого месторождения, но и какие-то дальнейшие технологии, обогащения и так далее, которые, возможно, направлены уже и не только на сырье, но и на какие-то другие, поскольку это огромные, значит, ресурсы будут, значит, содержаться в этой атомной станции. Вот, поэтому, конечно, если говорить о золотодобыче, то, как вы знаете, наша республика, она является, значит, вот, лидером в добыче. Значит, один из лидеров тоже в добыче золота. Золото у нас на территории республики добывается уже почти 100 лет. Уже добыча в год достигает почти 25 тысяч
килограммов за все 100 лет. Можно представить, значит, сколько мы уже добыли этого золота. И просто у меня были подготовлены кадры о том, каким же образом живет наш золотой Клондайк, наш золотой Алдан, наша гордость, да. И вот те фотографии, которые размещают местные жители, значит, в интернете, в каких условиях они живут, на каком уровне жизни они находятся, не оставляют нам вообще-то таких вот иллюзий, что еще новая добыча золота даст какой-то абсолютно кардинально новый импульс развития вот данному региону, в данном случае в Лусянском районе. Поэтому вот, держа значит, в уме вот это, да, считая, что на данный момент нам принесла золотодобыча, это тысячи, значит, квадратных километров, квадратных гектаров, которые уже вышли из оборота, это лунные ландшафты, это вот все показывают космические снимки в открытом доступе, значит, это вот уже тысячи и тысячи тонн золота данной стране, и в каких условиях живут именно эти люди, которые дают золото нашей стране. Поэтому вот я предоставляю слово следующему нашему специалисту, эксперту. Да, добрый день. Смотрите. Уважаемые друзья, представляю вам квалифицированного эксперта, прилетевшего к нам из Москвы, Ожеровского Андрея Вячеславовича, эксперта по атомной энергетике и радиоактивным отходам Социально-экологического союза России. Пожалуйста, Андрей Вячеславович. Еще раз можно имя, отчество? Ожеровский Андрей Вячеславович. Хорошо, спасибо. Да, добрый день. Надеюсь, так будет лучше видно, лучше слышно. Я прошу прощения за техническую проблему. У нас не будет презентации. Я буду зачитывать документ, о котором идет речь. И сначала расскажу, что мы планировали. Как уже говорили, изначально мы пригласили представителей Росатома, представителей компании, которые инициируют вот эту деятельность, в том, чтобы до слушаний, слушания назначены на 23 число, то есть будут послезавтра в поселке Усть-Куйга. Понятно, что это очень тяжело из Якутска туда добираться, но главное, дорого. Чтобы проинформировать большее число людей, мы хотели сделать это совместным мероприятием с инициатором деятельности. Они по непонятным для меня причинам отказались, поэтому сейчас я буду выступать в роли представителя Росатома, как бы это ни было смешно. Слышно очень плохо, может быть, без видео? Нет, вы другие телефоны выключите, пожалуйста. Другие аппараты. Поэтому плохо слышно. Так, давайте. Мне кажется, это зависит от качества интернета. Кто-то слышит хорошо, кто-то не очень. Хорошо, то есть можно продолжать. Мне кажется, я, например, слышу хорошо, видимо, это зависит от расстояния. Просто вы выключили. Ясно. Я продолжу. Значит, у меня сейчас часть чисто информационная, я потом буду говорить свое мнение о предложенной деятельности, но я хочу потратить около 5 минут для рассказа о том, что планируется словами того документа, который будет обсуждаться. Итак, сейчас представьте, что я это не Андрей Ожеровский, эколог, а я представитель Росатома. Итак, Росатом выносит на общественное обсуждение предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду при размещении объекта, кавычки открываются, строительства атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 мегаватт в Устьянском районе Республики Саха-Якутия. Это полное название документа, оно достаточно важное. Документ собой представляет 161 страницу, если я правильно помню, из которых сама оценка воздействия достаточно короткая, там много приложений, которые важны, но которые являются технической частью документа. И, да, простите, я обещал не комментировать, давайте я сначала пройдусь просто по основным параметрам установки. Атомные станции малой мощности,
Цитата продолжается. Атомные станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н являются инновационным объектом использования атомной энергии, который будет сооружаться впервые. Основной особенностью АСММ является использование реакторной установки, спроектированной по федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии для судовых ядерных установок. Основные этапы и ориентировочные сроки. Ввод в промышленную эксплуатацию, 28 год, период строительства, 24-27 годы. Особые условия строительства. Строительство объекта АСММ в климатической зоне с наличием вечно мерзлых грунтов предполагается на участках со скальными, вечно мерзлыми, однородными или талыми, непросадочными грунтами. Что же собой представляет технические характеристики АСММ? Таблица 1. Установленная мощность не менее 55 мегаватт. Коэффициент технического использования 0,9. Планируемый срок эксплуатации 60 лет. Количество энергоблоков 1. Я перепрыгну дальше. Есть более расширенная таблица, она нам потребуется потом для обсуждения, которая сообщает, что мощность установки 190 мегаватт, из них электрическая 55. Остальная энергия будет выбрасываться. Коэффициент полезного действия 23%. Неплановые остановки реактора менее чем полраза в год. На всякий случай повторю, это значит один раз в течение 2 лет реактор может сам по себе остановиться. Это не аварийная ситуация, просто реактор перестанет вырабатывать электрическую тепловую энергию. Продолжительность плановых остановок для перегрузки реактора 45 суток, не более. Численность промышленно-производственного персонала не указана. Просто в таблице пустое место. Я сожалею, что не могу вам это показать, но вот так вот сказано. Ну, давайте, наверное, технические детали мы остановимся. Цель сооружения атомной электростанции малой мощности в Устьянском районе Республики Саха-Якутия мощностью не менее 55 мегаватт является организация локальной энергетической сети с генерирующим центром АСММ для снабжения электроэнергией региона и промышленных объектов золотодобычи, месторождения, ПЧУС. Также предусматривается электроснабжение ближайших 5 населенных пунктов и теплофикация поселка Усть-Куйган. Да, наверное, тут все понятно. Место расположения предварительно выбрано менее чем в 5 километрах от центра поселка и, на взгляд, в 2,5 километрах от жилой застройки самой ближайшей к атомной станции. 3,5, спасибо за уточнение. Проект обычный реактор с водой под давлением. Первый контур радиоактивный, включает в себя интегральный реактор, система компенсации давления, система очистки и расхолаживания. В состав интегрального реактора входит активная зона, 4 пары генератора, 4 главных циркуляционных насоса и комплект приводов системы управления и защиты. Второй контур не радиоактивный. Он состоит из паропроизводительной части, пары генераторов, пары проводов свежего пара, одного турбоагрегата, включающего в себя турбоустановку и турбогенератор. Ну, примерно понятно, что... Да, я обещал не комментировать. Давайте, когда я буду комментировать, я тогда к этому вернусь. Пока просто зачитываю. Что важно? Приведены в документе, снова скажу, это официальный документ, подготовленный Росэнергоатомом, который и является единым документом, вынесенным на обсуждение. На самом деле там 2 документа, я, наверное, потом должен буду про это сказать. Предполагается, что могут происходить аварии. У кого есть текст с собой, посмотрите лист 85. Выход радиоактивных веществ из реактора в проектной аварии. Разрыв трубопровод СКД. Таблица 17. Не буду утомлять вас, просто скажу, что да, аварии предусмотрены, они так и называются проектные аварии.
И идет выброс инертных радиоактивных газов, аргона, криптона, ксенона. Есть выбросы йодов различных, 131, 132, 133, 134, 135. Причем количество, ну, давайте по йодам поговорим, приводится цифра по 131 4 на 10 в 10 беккерель, по остальным йодам 4-5 на 10 в 11 степени беккерель. Ну, давайте это запомним, потому что где-то 10 в 10, 10 в 11 степени. Беккерель, от себя добавлю единицы измерения количества радиоактивного вещества. Это довольно большой выброс. Ну, просто реактор меньшего размера, поэтому авария на нем, конечно, будет меньше по размеру, чем авария на крупных энергетических реакторах. Также в виде аэрозолей выбрасываются следующие радионуклиды. Цирконий-95, ниобий-95, рутений-103, снова те йоды, цезий-134, цезий-137, барий-140, лантан-140. Я благодарен концерну Росэнергатом, что привел несколько более расширенный, чем обычно, список элементов. Это, наверное, хорошо. Ну, просто надо же знать, авария – это один из основных вопросов. Другой из вопросов, относящихся к атомной станции, это обращение с радиоактивными отходами. На атомной станции будут образовываться твердые, жидкие и газообразные радиоактивные отходы. Страница 96. Газообразные радиоактивные отходы образуются во внутренних помещениях здания реактора и других помещениях зоны контролируемого доступа в результате протечек теплоносителя первого контура и выбрасываются вытяжными вентиляционными системами в окружающую среду. Понятно. То есть атомная станция будет выбрасывать в безаварийном режиме в окружающую среду радионуклиды. При нормальной эксплуатации устанавливаются годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу. АСММ с 2 РУ ритм 200. Я вот сейчас вынужден перестать быть Росатомщиком, стать снова Андреем Ажаровским, сказать, выше в этом документе говорилось о том, что атомная станция будет иметь одну реакторную установку. А тут вдруг на странице 113, смотрите, речь идет о 2 реакторах. Это просто вызывает вопросы к качеству документа, который мы вынуждены обсуждать. Ну, у нас нет другого документа, атомщики-то не пришли, иначе бы мы им вопрос задали. Теперь я снова продолжаю цитировать документ. Мне не более 5 минут, я это закончу, но нам надо знать, что именно написано, чтобы опираться на факты, а не на эмоции. Я думаю, это важно. Итак, при нормальной эксплуатации годовые выбросы, инертные радиоактивные газы 6,9 на 10 в 14 беккерель, йод-131, газовая и аэрозольная форма 1,8 на 10 в 10 беккерель. Сейчас быстренько вспомним, что при аварии выбрасывается примерно в 10 раз больше. Там речь шла о 10 в 11 беккерель. Ну, более чем в десятки раз больше при единичный выброс при аварии. Это выброс за весь год. Еще раз повторю. Йод 1,8 на 10 в 10, кобальт 60 7,4 на 10 в беккерель, цезий 134 9 на 10 в 8 беккерель и цезий 137 2 на 10 в 9 степени беккерель. Это выбрасываемые радионуклиды. Система хранения твердых радиоактивных отходов. На площадке атомной станции предусматривается временное хранение твердых и отверженных радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы хранятся в специально оборудованном железобетонном хранилище, блоке хранения ТРО, наземного типа, входящем в состав здания спецкорпуса. Вместимость хранилищ обеспечивает прием на хранение твердых высокоактивных отходов за 60 лет эксплуатации. Высокоактивных. А вместимость хранилища обеспечивает прием на хранение твердых и отверженных низко- и среднеактивных отходов за 10 лет эксплуатации атомной станции. Ну, понятно, что атомных станций без отходов не бывает. И, наверное, я буду завершать цитирование документа. Тут снова повторяется, это резюме документа, 156-я страница, значит, вот примерно 156 страниц такого содержательного текста. Планируемый объект атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н является инновационным объектом использования атомной энергии, который будет сооружаться впервые. Все понятно. Экономическая оценка проектных решений. Капиталовложение в строительство атомной станции малой мощностью не менее 55 мегаватт, составит 56,1 миллиарда рублей в ценах 2020 года. Ввиду отсутствия объектов-аналогов атомных станций малой мощности, а также аналогичных проектов
реализации стационарных наземных атомных станций на базе реакторной установки судового исполнения, более точно оценка стоимости сооружения АЭС-ММ на базе РУ «Ритм-200» на различных площадках в актуальных ценах будет предоставлена на этапе разработки материалов обоснования инвестиций. Я закончил цитирование документа, снова скажу, там он несколько больше. Я надеюсь, что многие, кто... Да, все, стоп. Я теперь не представитель Росатома. С вами снова Андрей Жаровский. Оценить адекватность документа довольно сложно, потому что я часто участвую в общественных слушаниях, и обычно оценка воздействия атомной электростанции на окружающую среду – это столь серьезный вопрос, что он занимает несколько сотен, а то и несколько тысяч страниц. Вот по белорусской, например, атомной станции оценка воздействия на окружающую среду, насколько я помню, 3500 страниц. По станции, которую Росатом собирается строить и строит уже в Турции, 7500 страниц, причем экологи Турецкой Республики были недовольны, заставили добавлять главы в оценку воздействия на окружающую среду. Конечно, то, что оценка воздействия занимает 161 страницу, это своего рода показатель такого пренебрежительного подхода к этой процедуре. Я понимаю, Росатом, они стремятся подходить максимально для себя выгодно, то есть меньше предоставлять информации, собственно говоря, это не удивительно. Сообщу еще один факт, о котором раньше не говорил. На 23 число назначены сразу 2 мероприятия. Это официальные общественные слушания. Одно мероприятие по предварительному варианту оценки воздействия на окружающую среду и сразу в тот же день по окончательному. И в несколько минут перед одними слушаниями между одними и другими, может быть, в час, Росатом будет вносить изменения, как полагается по закону, и дополнения в этот самый предварительный вариант оценки воздействия на окружающую среду. Я объясню, в чем здесь хитрость. Обычно именно на слушаниях происходит процедура, когда эксперты и общественность высказывают свои замечания, предложения и дополнения, и потом действительно предварительный вариант перерабатывается, становится окончательным. И именно окончательный вариант выносится на отдельное общественное обсуждение, конечно, не в тот же день, через несколько месяцев обычно это происходит, и тогда уже доработанная оценка воздействия на окружающую среду становится окончательной оценкой воздействия и обсуждается в составе материалов обоснования лицензии, так называемый МОЛ. А здесь почему-то Росатом торопится, я не могу за них говорить, я не знаю, с чем связана поспешность, мне не кажется, что в строительстве атомных станций нужна большая поспешность, но тем не менее, поскольку вот тот самый уже окончательный вариант материала обоснования лицензии, он опубликован, то я приведу только одну, это будет последняя цитата из документов Росатома в моем выступлении. Есть очень хорошая таблица, она содержится на 16-й странице материалов обоснования лицензии. Это реестр радиоактивных отходов, который будет производить атомная электростанция. И некоторые сведения об активности, об изотопном составе и о способах обращения с радиоактивными отходами. Я не буду это все зачитывать, потому что я просто советую эту таблицу посмотреть, она хорошая, потому что очень часто пытаются тему радиоактивных отходов принизить. Ориентировочные объемы радиоактивных отходов в тоннах. Есть там разные категории, разные типы отходов. Я просто зачитаю. 55 тонн, 55 тонн. Это все в год. 11 тонн, 62 тонны, 38 тонн и 295 тонн. Что же это у нас такое вышло? Это контурные воды. Это низкоактивные отходы, 295 тонн, которые потом будут каким-то образом выпариваться, то есть переводиться жидкие отходы в твердые. Это хорошая таблица, она как раз говорит о том, что проблема радиоактивных отходов вполне серьезная, и хотя мощность атомной станции маленькая, то ее воздействие на окружающую среду, риски с ней связанные, конечно, немалы. Я закончил представление материалов, и я тогда попрошу сделать некую паузу, потому что план примерно такой. Я буду высказать свое мнение
То есть я выступлю еще раз, если вы позволите, и я передам слово Виктории, которая начнет рассказывать о мнении экологической общественности. Да, вот мы находимся в Якутске, мы приехали на слушание, наверное, будем в них участвовать, если все пойдет хорошо. Вот сейчас мы предварительно расскажем о своем взгляде на этот проект. Сюда? Да, я не сказал, вопросы надо писать в этот самый. Вопросы можно задать Андрею? Ну, давайте вернемся. Все-таки вы сказали как представитель. Простите, пожалуйста, у нас я забыл посоветоваться. Возможно, следующее. Я сейчас закончил представление материалов. Я не говорил о своей позиции почти. Немножко говорил, да, что-то. Да. Но мы хотим вопросы, может, задавать вам. Давайте вопросы мне, может быть, после моего выступления. Если у вас вопросы к тексту вот, материала, Да. давайте сейчас. Уточняющий вопрос. Да, давайте. Я и готов слушать. У кого там вопрос? Да, у меня, Тересов Михаил Михайлович, вопрос, вы как представитель Росатом, сказали, на самом деле мы понимаем, что вы просто вошли в образ такой, да? Вот вы говорите материалы АВОСа. АВОС обычно представляет организация, которая им выполняет работы, потом имеет опыт, и как по заказу. Я, честно признаюсь, не посмотрел этот аспект. Там что написано? Кто делал АВОС? Заголовок: Государственная корпорация по атомной энергии Росатом, а исполнитель – акционерное общество, государственный специализированный проектный институт. Это росатомовская структура тоже. А заказчик всей деятельности – акционерное общество, концерн Росэнергоатом. Концерн Росэнергоатом – это эксплуатирующая организация всех российских атомных станций. То есть, грубо говоря, собственник российских атомных станций. Каждая атомная станция входит в этот концерн как один... Нет, Росэнергоатом. Росатом делает не только... Нет, Росатом намного более широкая структура. Росатом занимается атомными подводными лодками, ядерным оружием. Это речь идет об энергетическом подразделении Росатома. Итак, заказчик вот этих материалов АО «Концерн Росэнергоатом», исполнитель АО «Государственный специализированный проектный институт». Государственный, но он входит в систему... Я еще раз попытаюсь зачитать. Мне самому сложно в этом разобраться. Это акционерное общество, а дальше идет в кавычках. Это акционерное общество, а в кавычках написано «Государственный специализированный проектный институт». Я не очень понимаю смысл вопроса, потому что здесь ситуация-то ясна. Есть заказчик. И заказчик заказал исполнителю документ. Документ может быть хороший и подробный, несколько тысяч страниц, а может быть такой, как у вас, 161 страница. Вопрос, наверное, к заказчику. Если бы заказчик был не удовлетворен, он бы сказал исполнителю: пожалуйста, доработайте, дайте общественности всю информацию, чтобы не было каких-то там ненужных вопросов, не было недопонимания. Но здесь заказчик, концерн Росэнергоатом и все вопросы к нему. Он интересуется, кто заинтересован в этом всем, как говорится, в этих всех мероприятиях. Заказчик там и так далее. Поэтому задает этот вопрос. Да, я повторяю, АО «Концерн Росэнергоатом». Это заказчик всего, в том числе общественных слушаний, который по закону, я не знаю, как здесь на самом деле случилось, но обычно заказчик оплачивает услуги не только организации, которая пишет, но и муниципалитету. Заказчик муниципалитету за проведение общественных обсуждений, ну, как бы за услуги по предоставлению помещений, по организации всего. Это заказчик, да. Обращение с отходами, там можете прокомментировать? Ну, давайте, тогда мы переходим в стадию комментариев. Я Викторию приглашу чуть попозже. Да, могу прокомментировать. Мы находимся в республике Саха-Якутия. У республики есть конституция. В конституции есть статья номер 6. Четко и ясно запрещающая манипуляции с радиоактивными отходами. Вопрос обращения с отходами, там как прописано? Радиоактивные отходы.
Я пытаюсь вам ответить. На данный момент обращение с радиоактивными отходами на территории Республики Якутия-Саха запрещено Конституцией Республики. Поэтому те действия, которые концерн Росэнергоатом будет производить 23 числа по одобрению производства радиоактивных отходов и их хранения, и последующего захоронения на территории Республики Саха, будет противоречить действующей Конституции. Я не знаю, как они будут выходить из этого положения. Возможно, будет изменена Конституция, но вы знаете, у нас произошло такое на федеральном уровне, поэтому это совершенно неудивительно. Но есть такая проблема. Я вернусь к вопросу о технической части. Да, то есть политическая часть, на мой взгляд, не решена. Вот в Республике Саха запрещено. Техническая часть. Газообразные отходы выбрасываются в окружающую среду, видимо, после очистки, потому что здесь просто они забыли про это написать. А твердые радиоактивные отходы хранятся. А куда и как они вывозятся, если вы позволите мне несколько секунд, я просто открою эту 95-ю страницу и вам скажу, каков объем и глубина проработки этого вопроса в документе, который мы обсуждаем. 95-я страница. Готово. Да, давайте. Достаточно хорошо в оценке воздействия описывается судьба твердых и жидких радиоактивных отходов. У меня нет возможности зачитывать все это. Это несколько страниц текста, которые описывают сначала классификацию радиоактивных отходов. Да, вот. Давайте, раздел 11.9.2. С 89-й страницы начинается, если у кого-то перед глазами документ, то я прочитаю просто его преамбулу. Основным источником образования радиоактивных веществ на станции является продукты деления урана-235 при нейтронном облучении топлива в активной зоне реактора, активизация нейтронами конструктивных материалов и примесей, теплоносителя первого контура и воздуха при реакторном пространстве. При эксплуатации АЭС образуются жидкий, твердый, газообразный радиоактивный отход. Дальше очень коротко. Жидкие отходы будут превращаться в твердые через установку упаривания, которая входит в проект атомной станции. Это очень хорошо, потому что, конечно, жидкие отходы, после газообразных, наверное, одни из самых неприятных, потому что они в окружающей среде хорошо распространяются. Сейчас, секундочку. Технологические решения обеспечивают манипуляцию, Это не важно. Твердые отходы, газообразные отходы, газообразные я уже говорил. Значит, обращение с жидкими отходами я не буду подробно описывать все системы сбора и упаривания. Есть подробное описание этих систем. Системы переработки спецпрактики, специальные отходы, которые от стирки, перчаток, халатов, это не самое важное воздействие. Существует установка цементирования жидких радиоактивных отходов, то, о чем я вам говорил, то есть перевод их в твердую фазу. И конечный продукт будет цементный компаунд, который идет уже туда, в раздел твердый радиоактивный отход. Будет также термическая переработка ионообменных смол. Это не сжигание, это нормальный процесс, не предполагающий выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, потому что вот эти среды, пульпы, ионообменные смолы – это достаточно специфический вид отходов, которым, конечно, надо что-то делать. Здесь они будут термически перерабатываться прямо на атомной станции. То есть вы получаете не только атомную станцию как объект, производящий электроэнергию и радиоактивные отходы, но и комплекс переработки радиоактивных отходов. Это очень хорошо, что это включено в атомную станцию. Но опять же, все отходы переработать-то нельзя. По сути, переработка – это изменение или химического состава, или физической формы. Об этом мы сейчас и говорим. Были жидкие отходы, стали твердые. Радиоактивные вещества, которые в них представляют опасность, никуда при этом не деваются. Это надо четко понимать. Что переработка не делает, не увеличивает, не уменьшает количество радиоактивных веществ, просто переводит его в более опасную или в менее опасную форму. Значит, пиролиз у нас есть, то есть установка такого термического разложения, цементирование. И как бы все. Дальше идет более подробный раздел обращения с твердыми радиоактивными отходами, система сбора, система переработки, система хранения. Три системы – это правильная вещь, отходы надо не выбросить, собрать, а привести в менее опасную форму и дальше хранить. Я это
цитировал, что, к сожалению, хранилище пререакторное рассчитано только на 10 лет работы станции. Так обещается, что станция будет работать 60 лет, то есть через 10 лет после ее пуска, если пуск в 28, то в 38 году надо будет что-то делать с радиоактивными отходами. Или расширять пререакторные хранилища, прямо там в Усть-Куйге, или куда-то увозить. Но увозить, мне кажется, маловероятный сценарий, потому что я не думаю, что другие регионы нашей страны и другие части Республики Якутия будут принимать отходы из Усть-Куйги, просто потому что на атомной станции в проекте только на 10 лет хранилище запроектировано. Да, в какой форме отходы будут храниться в металлических бочках? Цитирую. Отходы после переработки размещаются в металлические бочки емкостью 0,2 кубометра. Обычные, всем знакомые 200-литровые бочки. И направляются на пресс, затем брикеты укладываются в контейнер типа НЗК. Вот контейнер НЗК – это более серьезное оборудование, это невозвратный защитный контейнер, металлобетонный, который может храниться, в общем-то, даже под открытым небом в течение нескольких десятков лет, как заявляют его создатели. И это значит, бочки будут прессоваться, упаковываться в контейнеры, контейнеры уже по тоже вместимостью 0,2 кубических метра, и будут храниться дальше. Транспортируются на утверждение трансфера для заполнения цементным компаундом свободного объема. Я думаю, примерно все, но могу сказать, что еще. Тут предполагается, прямо там, на станции, вот она у вас имеет расширенный комплекс по обращению с радиоактивными отходами. Это очень хорошо, потому что проекты советского времени просто игнорировали эту проблему. Сейчас есть много вопросов, например, польской станции. Итак, система дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов, система прессования предварительного твердых радиоактивных отходов, система прессования твердых радиоактивных отходов высокого давления и, наконец, система сжигания. То есть, поздравляю, у вас будет мусоросжигающий завод, но сжигающие радиоактивные отходы, снова скажу, это не предполагает выброса в окружающую среду радиоактивных веществ, но эта штука тоже будет. 94-я страница, если кому-то интересно. То есть все эти системы будут каким-то образом работать и уменьшать количество радиоактивных отходов или их объем путем прессования. Прессование, мне кажется, не вызывает никаких вопросов. Это общая схема. Я надеюсь, я осветил то, что написано в оценке воздействия про радиоактивные отходы. А какой объем общий в килограммах, тоннах? Я зачитывал это, можно я не буду к этому возвращаться? Я зачитывал четко. Возвращаться к этому я не буду, потому что мы тогда будем об одном и том же говорить много раз. Объемы Я дико извиняюсь, спасибо, я прослушал. До свидания. Если дико извиняетесь, давайте попробуем. Нет, понятно. Можно я вас перебью? Здравствуйте. Да. Здравствуйте еще раз. Да, слушаю. Так, я представлюсь, меня зовут Аркадий Клепичин. Представляю представителей коренных малочисленных народов Севера. Извините, что я перебил вас, потому что я живу в аэропорту, у нас отключили свет. Сейчас у меня аккумулятор заряжен 40%. Потому что ту мысль, которую я хочу вам предоставить, допустим, это, конечно, соблюдение всех этих норм, допустим, очередности, у меня не хватит зарядки аккумуляторов. Александр, можно я займу минут 5-10? Сейчас, момент, я очень рад, во-первых, всех хочу поздравить с национальным праздником ИСАХ. Перейду к делу. Мы этот вопрос по атомной электростанции, вопрос по добыче золота в месторождении Кучуз, мы поднимали этот вопрос еще в прошлом году. Я сам лично участвовал на выборах ЛТУМЭН по Арктическому округу, представлял представителей коренных малочисленных народов Севера. И я лично, познакомившись с жителями Усянского района, от их уст услышал все проблемы, которые у них они насторожены с добычей золота, с постройкой атомной электростанции. Можно минут 5?
минут 5-10, потому что сейчас, в данный момент, у меня аккумулятор сядет. Потом я уже... Говорите. Все, спасибо большое. Сейчас, в данный момент, я хочу вам предоставить общую информацию, которая вообще происходит для кругозора, Александр, для вас. Конечно, вы, наверное, имеете какую-то часть информации, собирали перед тем, как сюда приехать. Но, во-первых, я вам хочу сказать, мы с жителями писали этот вопрос и в Алтумен, Государственное собрание Алтумен в прошлом году. Мы писали это письмо в прошлом году в Росатом Аверис. У нас есть свой ответ их. Мы собирали подписи жителей Усянского района. Но вначале я вам доведу информацию. Допустим, Усянский район, для общей информации, находится в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Он расположен на севере. По территории Юлуса протекает река Яна. Основная река Яна, в котором люди питаются, пьют воду. Конечно, по этой реке Яна идет и навигация. Это основная артель, водная артель в Усянском районе. Общая площадь его 120 тысяч квадратных метров. Районный центр депутатский. Численность населения на 1 января 2020 года составляет 7464 человека. Население многонациональное. Основной стратегической целью развития района это развитие и сохранение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. И, конечно же, экологическая безопасность. Все это прописано в будущем в программе, инвестиционной программе до 2032 года. Основа экономики – это сельское хозяйство. Туда входит оленеводство, охота и рыбалка. Начну с того, что река Яна. На реке Яна находится, допустим, два района. Это Верхоянский и Усьянский. На реке Яна находится Верхоянск, находится Батагай, это Верхоянский район, Сайды, Усть-Куйга, Казачье, Усьянск и Нижнеянск. Это порт. На реке Яна ведется промышленный лов рыбы. В основном там это добыча и черов, щук, хариусов. Конечно же, самый деликатес, я сам лично пробовал, это рябушка. Это можно пальчики облизать. Всего водится в Усяне, в Яне, свыше 30 видов рыбы. Свыше 30 видов. Там есть очень хорошо развито оленеводство. Потом дельта реки является крупным местом концентрации водно-болотных птиц. Это я вам довожу до информации, допустим, чем люди живут, что там происходит. Вот в Усянском районе гнездятся около 200 тысяч водоплавающих птиц. Гуси, лебеди, гаги. Район важен для там находятся розовые чайки, которые относятся к Красной книге. Вы же знаете розовую чайку, птицу, Александр? Климат, допустим, там очень суровый. Допустим, средняя температура в январе минус 45 градусов. Суровая, зима суровая, продолжительная. Допустим, сейчас я вам хочу еще минут 5. Все, я больше все. Скажите, пожалуйста, можно говорить об этом? Сейчас, минутку. Сейчас я вам доведу информацию. В Усьянский район, допустим, очень народ беспокоен тем, что в связи со постройкой атомной электростанции
все это негативно скажется на экологии Устьянского района. Соответственно, в данный момент народ, коренное население, они живут только рыбалкой. Рыбалкой. Это, конечно, витамины, это натуральный продукт. И, соответственно, то, допустим, то отношение, которое, допустим, можно сказать, можно сказать, не понимают, как люди живут в Устьянском районе. Там же в основном коренные младший народ севера. Эвены, юкагиры, которые только этим живут. Охотой, рыбалкой и все. И им больше ничего не надо. Я вам хочу довести до сведения, что Устьянский район занимает первое место по вылову рыбы в республике Саха-Якутия. Самое первое место в республике Саха-Якутия. Занимает первое место в оленеводстве по поголовью оленей. Они этим гордятся. И, соответственно, сейчас, в данный момент, жители Устьянского района, я знаю даже активных людей, они против атомной электростанции. В прошлом году есть люди, которые, я вам не буду говорить, вам наверное, скажу, которые были заинтересованы в том, что построить эту атомную электростанцию для добычи золота в месторождении Кучус, где золото имеет примеси вредные ртути мышьяка. Это тоже минус, конечно. Это самый один из основных пунктов для постройки этой атомной электростанции. И, соответственно, допустим, даже отходы, те, которые будут храняться, они все равно в радиусе, я не знаю как, если честно, я в этом не разбираюсь, все равно в каком-то радиусе они будут негативно влиять на экологию Устьянского района. Все равно будут. И у меня очень много знакомых, допустим, которые живут в Устьянском районе. И тот же чир вкусный. И поэтому сейчас, в данный момент, я очень поддерживаю жителей в том, чтобы против постройки этой атомной электростанции. Ну, сейчас я не буду вас больше перебивать, потому что уже как-то это уже не культурно, конечно. У меня даже есть те материалы, которые были в прошлом году, и ответ с Атом Оверис. Все есть, у меня все, и в данный момент, пока у меня аккумулятор не сел, я хочу сказать, жители Устьянского района против постройки этой атомной электростанции. И в дальнейшем я всегда буду поддерживать своих сородичей, земляков, эвенов, юкагиров, которые проживают на севере, в Арктике. И это должно быть самым основным, что это в региональном уровне. Допустим, тот же глава района, тот же депутат Государственного собрания Ултумен, тот же министр экологии, они должны поддерживать интересы жителей Устьянского района. Это так должно быть. И сейчас я очень рад, как-то в данный момент познакомившись с вами. Сегодня с утра увидев ваш YouTube, да, очень рад. И хотелось бы как-то тет-на-тет с вами этот вопрос обсудить. И вашему мнению, конечно, я предоставлю лично жителям, которые не могут сейчас связаться, потому что интернет у них плохой в Устьянском районе. Есть люди, которые проживают в село Казачье. Они очень беспокойны насчет того, что это постройки атомной электростанции. И поэтому спасибо вам, что вы приехали. Извините, пожалуйста, меня. Спасибо вам, что вы приехали, что вы как-то вы нас присылаете ту информацию грамотную, с которой можно апеллировать. Конечно, я вам хочу сказать, что у меня есть информация, которая то, что в Билибинском атомной электростанции сколько было этих аварий, об этом, конечно, умалчивают. Конечно, все. Спасибо большое, Александр, что я вас перебил. Меня света выключили опять, еще раз повторно. Смотрите, во-первых, меня зовут Андрей, я тут под Александром, который организует все это. Во-вторых, я только что написал в общий чат свой телефон. Я завтра с утра вылетаю в Усть-Куйгу. Если там есть кто хочет со мной встретиться,
то самое мне написать, позвонить. Я с удовольствием до слушаний готов встречаться с кем угодно прямо там, в Усть-Куйге. Мне вот удалось это, да, у меня они есть. Я надеюсь, что рейс не будет отменен, не будет никаких других проблем. Я хочу поблагодарить вас за выступление, потому что, конечно, мнение тех, кто именно там живет, должно быть услышано. И именно для этого слушание-то и происходит. Поэтому, если у вас есть связь с теми, кто находится, вот прямо, кто может доехать 23 числа на слушание, им нужно прийти и примерно так, как вы сделали, но только покороче, высказать свое мнение. На слушаниях должны давать всем слово, там будет регламент, 2 минуты или 5 минут, мы посмотрим. Но слово должны давать всем участникам. Если кто-то придет на слушание, будет тихо сидеть в углу и просто слушать, это будет, эффекта от этого большого не будет. Человек получит информацию. Согласен. Это правильное время, чтобы высказаться. Семен Викторович, это здорово, что вы поддерживаете строительство атомной станции. Тоже приходите на слушание, мне будет крайне интересно услышать. Просто людей, кто поддерживает атомную станцию и не работает в Росатоме, обычно не так много. И это мнение тоже имеет право быть. Для этого, снова скажу, слушания-то и проводятся. Я все же вернусь к основной теме. Можно задать вопрос, я извиняюсь, Андрей, я смотрел, вы являетесь официальным иноагентом, правильно, да, я понимаю? Или где-то в интернете корявая информация? Вы иноагент, правильно? Вы свою деятельность осуществляете на финансирование иностранных государств. Верно говорю? Вы говорите, Я внимательно слушаю, каких иностранных государств я являюсь иноагентом, кто вам это рассказал. Неужели Росатом? Я говорю, в интернете вот вас набрал, и вы числитесь иноагентом, и свою деятельность осуществляете на основании финансирования иностранных государств. Так ли это или нет? Это не так. Если вы пришлете в общий чат ссылку на ту клеветническую информацию, которая сейчас, возможно, обжалую ее в установленном порядке. Если это, я просто знаю, у меня есть друзья в Росатоме, такие друзья, они пытаются обо мне всякие гадости говорить, но давайте, вы хотите обсудить мою личность? Давайте я вам покажу свою трудовую книжку, что я преподаватель физики, что я окончил Московский инженерно-физический институт. Я задал вопрос, вы ответили, дальше можно не рассуждать, я услышал вас, спасибо. А вы не могли бы сказать, вы являетесь иноагентом? Я нет, конечно. Вы любезно ответьте. У меня сложилось по вашему поведению впечатление, что вы являетесь агентом госкорпорации Росатом. Это так или нет? Вы не правы. Вы ответьте на вопрос, это вы связаны с Росатомом или вы не связаны? Давайте я вам еще раз отвечу. Вы не правы. Я не являюсь ни иноагентом, ни представителем госкорпорации. Спасибо. Я бы предложил остальным, но если у вас есть ко мне вопросы, я только что опубликовал свой профиль в Фейсбуке, свой телефон. Если у вас есть вопросы про мое образование, семейный состав и так далее, давайте не тратить общее время. Давайте обсуждать предложенный проект строительства атомной станции. Все же тема у нас в этом состоит. Не надо сразу обвинять в агентах. Вопросы Нет, задают. это правильный вопрос, надо понимать, кто перед вами находится. Я могу сказать, что есть такая фраза, не помню, кто автор, если не можете критиковать по сути, начинайте нападать на личности человека. Я к этому привык, это нормальный вопрос, я не обиделся, но я имею право, вы спросили вопрос. Вот именно, если нет ответов, то начинается переход к личности. На данный момент мы обменялись переходами, надеюсь, это прекратится. Я могу предложить, для продолжения, я готов дальше отвечать на вопросы, но мне неприятно то, что мы не дали Вике высказаться. Вика, представитель организации Greenpeace России, я сразу скажу для справки, Greenpeace России не является иноагентом, поскольку это международная организация, не может быть записан в этот список на всякий случай. Вы не против, если я просто передам слово Вике? Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Я представляю официальную позицию Greenpeace России по поводу строительства атомной станции в Устьянском районе. И начну сразу по делу с
функционирования этой станции. В АВОС указано, что реактор установлен на ледоколах Арктика, Сибирь и Урал. Но стоит заметить, что на данный момент только ледокол Арктика функционирует в штатном режиме с 2020 года, а остальные ледоколы пока еще в ходе строительства. И получается, что фраза, что реактор подобный установлен, это не значит, что он там эксплуатируется. Это, во-первых. Во-вторых, как я уже сказала, ледокол Арктика функционирует с 2020 года. 1 год – это недостаточный срок для того, чтобы утверждать, что у нас есть успешный опыт эксплуатации. Это слишком маленький срок, требуется более длительные периоды времени. Так, далее тоже по поводу именно штатных ситуаций по атомной станции. Так, далее. Указано, что данный реактор рассчитан на 60 лет функционирования. И тогда возникает вопрос, какой конкретный план есть у Росатома по выводу этого реактора из эксплуатации. Потому что известно, что вывод из эксплуатации, полный вывод, может занимать до 100 лет. Поэтому получается, что мы оставляем такое наследие на 3 поколения вперед. И уже тут возникает такой этический вопрос, кто и за чьи средства будет заниматься ликвидацией последствий эксплуатации этой АЭС и эксплуатации этого реактора. Так, далее еще один такой подвешенный спорный момент – это то, что станция строится для энергоснабжения золоторудного месторождения Кучкуз и 4 поселков. Тут возникает вопрос, что когда месторождение будет исчерпано, то куда будет направлена энергия, которая вырабатывается этой станцией? Те самые 55 мегаватт, потому что для 4 поселков это слишком много. Так, и переходим к таким нештатным ситуациям. Это риск аварий. В АВОС не представлены, на мой взгляд, главные, так скажем, аргументы. Это карты с потенциальным возможным загрязнением при наихудшем сценарии аварии, при наихудших погодных условиях. Это, предположим, если будет дуть сильный ветер в сторону населенного пункта. Обязательно нужно не только описать текстом, но и представить наглядно в формате карт, как будет загрязнена территория и какие планы по эвакуации населения и ликвидации последствий аварии будут предприняты. И тоже еще такой вопрос по поводу рисков. Это вывоз отработанного ядерного топлива. С площадки АЭС будет производиться посредством автомобильного транспорта, так было указано в ВОЗ, а из бассейна выдержки морским транспортом. Во-первых, сама транспортировка – это уже источник рисков, и также второй источник рисков – это завод по регенерации, так как он тоже является источником радиоактивных отходов. Вот. На этом по официальной позиции Greenpeace у меня все. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. А подскажите, пожалуйста, вот вопросы есть, а вы их Росатому задавали, нет? Писали официальное письмо, и что вам ответили? Лично я нет, не писала, но вот впереди слушания, собственно, где и будут они обсуждаться. То есть официальная позиция Greenpeace не изложена на бумаге и не адресована застройщику или заказчику, правильно? То есть это получается, вы свое мнение высказали. Нет, но у нас есть проект письма, который в ближайшие дни будет подписан официально. Собственно, где изложены данные пункты.
Так. Еще у меня вопрос. Вопрос можно задать? Да, конечно. Вопрос вам, и, конечно же, это, наверное, вопрос Андрею. Вот такой, для информации. 22 октября 2019 года в Якутске состоялось рабочее совещание с Русатом-Оверис по вопросу строительства атомной станции малой мощности Ритм-2 в село Усть-Кульга в интересах будущего золотодобывающего предприятия на месторождении Кучуз. Так, здесь в том совещании была представлена информация, что такого проектирования для применения на суше не было и нет. Соответственно, это реактор 4-го поколения, как они говорят, и как, допустим, в дальнейшем в практике это будет выглядеть. Ну, допустим, с экологической безопасности. Я услышал от вас, что это в первый раз, что Росатом с этим и козыряет, можно сказать. И сейчас я хочу услышать от вас и Андрея, какие реальные, вот, допустим, вот стоит атомная электростанция, уже построили уже все. Допустим, какие реальные опасности ждут? Вот, вы сможете вот сейчас русским языком все это сказать? Вот русским языком, который я разговаривал, и Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, вот этим русским языком вы здесь при всех скажите, пожалуйста, какие опасности ожидает вот, экологию Арктики? Вот, допустим, вот, с функционированием этой атомной электростанции. Все. Жду ответа, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Знаете, на мой взгляд, первая и самая главная опасность, это, я бы сказала, непредсказуемость, потому что данный реактор, он использовался раньше только на ледоколах. А на ледоколах совершенно другие системы охлаждения, и, как вот говорит Росатом, то, что это первый раз данный реактор используется на суше. Совершенно в других условиях, и риски можно просчитать только теоретически. С подобными ситуациями ранее мы не сталкивались. Вот. Не сталкивались. И поэтому, на мой взгляд, это самый главный риск. Ну и что касается, опять же, теоретических рисков, это, на мой взгляд, как раз именно то, что на ледоколах используются другие системы охлаждения, и здесь в условиях будут использоваться сухие градирни, которые раньше не были использованы для подобных реакторов. И здесь, опять же, так назовем, успех этого мероприятия лишь теоретический. Мы не знаем, как это будет на практике. Второй вопрос. В данный момент, согласно всех законодательных актов, всех уставов, допустим, того же муниципального района Устьянский район, как они могут воздействовать, чтобы, допустим, на региональном уровне, чтобы этот вопрос был решен в отрицательную сторону, чтобы не строили атомную электростанцию? Как они могут... вы поняли, да, мой вопрос? Угу. На самом деле, вот как говорил ранее Андрей, что в республике Саха-Якутия, в ее конституции написано, что на территории республики запрещено обращение, хранение ядерных отходов. И получается, чтобы построить эту станцию, нарушается Конституция республики. И все.
Все ясно. Все? Да, но если позволите, я продолжу. Вы задали вопрос фактически о том, как должна строиться общественная кампания по противодействию опасной деятельности. Вопрос сложный, но он имеет решение. Мы знаем, что множество атомных электростанций, которые Росатом планировал, так же, как сейчас планирует Якутскую, построены не были. Ну, начну с самого громкого и скандального примера. Росатом провел общественные слушания, получил одобрение местных жителей, муниципалитетов и областных властей и начал строительство атомной электростанции в Калининградской области России. Несколько лет ее строил, около миллиарда евро в строительство ушло, и атомная станция сейчас не строится, и никогда не будет построена. То есть можно даже начавшуюся строительство атомной электростанции остановить. Могу из своего опыта сказать, я участвовал в общественных слушаниях по Костромской атомной станции, поселок Буй. Тоже прошли слушания, Росатом получил лицензию, ничего там нету, и не будет строиться. Нижегородская атомная станция, село Навашино. Там целый город Муром поднялся, вот просто люди поднялись, так же, как вы сейчас хотите, там вели общественную кампанию, ходили на митинги, сугубо разрешенные, кстати, на всякий случай. Депутат от «Единой России» возглавил кампанию против строительства опасной атомной электростанции в городе Навашино. И атомная станция так и не была построена. Могу продолжать, но не хочу вас утомлять. Я к тому, что ничего не решено еще, ничего не предрешено. А что именно вам делать? Так я не тот кукловод и не тот агент, который вот раздает задания своим там подагентам. Да, вот встаньте туда, делайте то. Вы прекрасно можете понять, что имеет смысл делать, а сейчас я призываю участвовать в общественных слушаниях. Росатом строго с процедурой, давайте я вот за плохое ругаю, за хороший хвалю, строго в соответствии с процедурой. За 30 дней опубликовал анонс. Там опубликован электронный адрес, по которому принимаются до 23 числа замечания и предложения. Ссылку я уже сейчас размещал в нашем общем чате, если хотите, но вы ее легко можете найти просто. Она опубликована во многих средствах массовой информации. Вот снова в чате я полчаса назад ее кидал. Вы находите этот адрес, пишите от себя лично, просите своих знакомых просто написать электронное письмо с просьбой учесть ваше мнение на общественных слушаниях. До слушаний, до 23 числа это имеет смысл. После 23 числа, ну, я думаю, написать-то можно, но я знаю, что Росатом будет отвечать. Росатом будет говорить, что вы опоздали, вот были же слушания, и все там поддержали. Поэтому, ну, две возможности сейчас вам предоставляется законодательство. Высказать свое мнение, сделать так, чтобы оно было слышно не вот в нашем зуме, да, это здорово, что вы, ну, фактически ваша позиция близка к моей. Я считаю, что строительство этой атомной станции не оправдано там по ряду причин. Могу потом подробно про них поговорить. Так вот, сделайте так, чтобы ваше мнение было слышимо и видимо. И в нужном месте, в нужное время его выскажите. Мнение именно местных жителей, вот у нас так построен закон, что те люди, кто живут в муниципалитете, где планируется та или иная деятельность, имеют больше влияния на принятие решения. Но для этого надо прийти на эти общественные слушания. Вот смотрите, как удобно сделали. Вечером, после работы, ну или там, отпросившись с последнего часа, действительно 23 числа нужно туда приходить, регистрироваться, брать слово и высказываться. Мне кажется, это вполне разумно. Те, кто не сможет прийти и высказаться на самих слушаниях, снова скажу, опубликован электронный адрес. А что делать дальше, вы поймите, нет такой вот серебряной пули, которая раз и атомную станцию убивает. Вот та же Балтийская атомная станция была убита исключительно экономическими соображениями, нерентабельностью проекта. И здесь вот у вас, ну, у нас, у противников атомной энергетики есть огромная надежда на успех. Судовые реакторы крайне экономически неэффективны. Я хочу процитировать слова Германа Оскаровича Грефа, который на тот момент работал в Министерстве экономического развития и торговли, про другой ледокольный проект, про плавучую атомную станцию, которая вот сейчас работает. Его цитата следующая. Электроэнергия дороже любой другой в 7 раз. Такой проект никогда не окупится. И плавучая атомная станция. И вот эта маломощная атомная станция с реактором РИТМ-200 может этот проект осуществляться только пока Росатом получает государственные дотации. Только пока Росатом имеет доступ к деньгам налогоплательщиков, ну нас с вами,
и используют эти деньги для вот таких экономически разорительных проектов, я так скажу, не скажу слово авантюра, слишком громко. И здесь может произойти очень много. Я просто напомню фразу одного из чиновников, который вот прямо сейчас работает: денег нет, но вы держитесь. И когда-нибудь Росатом эти слова услышит. Когда-нибудь Росатом придет в правительство и скажет: дайте нам 50 миллионов, 100 миллионов, там, миллиард, или еще сколько-то денежек на какую-то работу, они скажут: нет, ребятки, зарабатывайте сами. Поэтому у меня есть... Я не считаю, что что-то предрешено. Если местные жители действительно будут протестовать, если действительно как группа местных жителей сможет донести свою точку зрения, я знаю, там собираются подписи, мне кажется, это тоже хорошим шагом, чтобы это как-то визуализировать, это мнение, то вполне возможно, что это будет, ну, такой, знаете, это же все же баланс, да, вот я же не скажу, что как только местные жители скажут против, что-нибудь все закончится, конечно, нет. Но это будет частью большой процедуры, не всю, которую мы контролируем, которая может привести к тому, что ваша атомная станция, ну, повторит судьбу Ленинградской или Костромской. Но меня просят возвращаться непосредственно к теме обсуждений. Ну, давайте, вот Вика ответила на вопрос, какие основные опасности. Позвольте, я тоже скажу. Для меня первое, я же не живу в Якутии, простите, пожалуйста, я московский гость, такой классический, такой приезжий. Мне крайне обидно, что я буду из Москвы оплачивать вот этот банкет Росатома, который будет строить экспериментальную атомную станцию, с отсутствием каких-то перспектив окупаемости. Мне кажется, что государственные деньги могут быть расходованы и здесь, в Якутии, на благо большего количества людей, чем чиновники Росатома, которые ну, просто у которых зарплата. Я понимаю озабоченность разработкой месторождения, сейчас мы не это обсуждаем, но для того, чтобы запитать месторождение, как мы долго вчера обсуждали с известным здесь человеком Черчоевым, мы пришли к выводу, что мощность предлагаемой реакторной установки, я напомню, 190 мегаватт тепловых и 55 мегаватт электрических, она избыточна. И, возможно, сюда лучше бы подошли более мелкие энергетические системы, не обязательно на ядерном топливе. Совершенно не обязательно. Есть системы на завозном топливе, да, на сжиженном природном газе, которые более мобильны, менее дорогие в производстве и могут по окончании разработки месторождения перебазироваться в другие места. Если уж вот так нужно это месторождение, то, наверное, надо сначала было бы обсудить, нужна ли разработка месторождения, потом какая мощность энергетическая требуется. Да? Ну, просто не надо ставить телегу впереди лошади. То есть первое у меня сомнение — экономика. И, как ни странно, второе — это проблема радиоактивных отходов. Я знаю, что эта проблема не решена ни в одной стране мира. Я знаю, в каком виде хранятся радиоактивные отходы в России. Я был на протекающем хранилище радиоактивных отходов в городе Обнинск. Это радиоактивные отходы первой советской атомной станции. Да, она там в Обнинске была, тоже маломощная, вот, прям как ваша, всего 5 мегаватт, у вас 55 будет, да, электрических. И радиоактивные отходы до сих пор там. Одно из 4 хранилищ разрушено подземным ручьем. Это бетонные заглубленные сооружения, которые наши деды строили, и вот они начали протекать. Я могу сказать, что 2 дня назад я был в городе Новосибирске. Там есть Новосибирский завод химконцентратов, НЗХК. Это Росатомовское предприятие по производству ядерного топлива. Ведь ваша атомная станция будет работать на топливе, правда же? На урановом топливе. Его где-то производят. Докладываю, за забором хвостового хозяйства НЗХК я обнаружил существенное превышение мощности дозы гамма-излучения. То есть отходы завода по производству топлива для разных атомных станций, ну пока еще не для вашей, но если вашу построить, тоже, они хранятся ненадлежащим образом. Хранилища протекают. У меня в Подмосковье, я живу не в Москве, в Подмосковье есть город Электросталь, там расположено второе предприятие, в России их всего 2, по производству ядерного топлива. Машиностроительный завод, город Электросталь. Если кто-нибудь сейчас это загуглит, вы сразу увидите страшные цифры радиоактивного загрязнения. До 100 микрозивертов в час. 10 тысяч микрозивертов. Я извиняюсь, участникам конференции, конечно, всех много. Мы больше часа уже сидим, рассуждаем, мы должны обсуждать
Да, Да, какую-то, можно. ну что-то, ну мы просто слушаем рассуждения, ну это здорово, то, что вы рассуждаете и чему-то нас просвещаете. Мы же должны что-то обсуждать, давайте какие-то конкретные факты, конкретные цифры, что нужно сделать или чего нельзя делать. То есть давайте обсуждать. То есть первый пункт там не соответствует такой-то нормативе или такому-то соответствует. Можно, да. Если там, давайте что-то конкретное обсуждать, а то у нас, ну на самом деле уже Да, мы рабочий уже день по третьему- заканчивается. Давайте что-то сделаем, выводы какие-то. Мне По крайне третьему неприятно. разу уже повторяемся одно и то Я же. заявляю о каких-то цифрах. Я вам говорю о цифрах, как Росатом нарушает действующее российское законодательство. Понятно. А вам все равно то, что это в Подмосковье, а не здесь, в Якутии? Хорошо. Вам все равно. Больше я не буду приводить цифры. Нет, это Но не вся то. ядерная Не в топливная этом цепочка, дело. добыча урана, кончая производством Это топлива и обычное, возможно, это может даже обычное Поэтому я бесхозяйство. очень прошу учитывать интересы тех людей, кто пострадают от добычи урана. Посмотрите, как в Курганской области. Посмотрите, что у вас на Иконском месторождении творится. Посмотрите, как лежат вот эти вот вскрышные породы, да, и отходы изымания урановых руд. Ничего хорошего в атомной энергетике нету. Вот Заказывать экологи должны в этом плане работать. это неправильно. Экологи должны в Я этом просто плане прошу понять добиваться- интересы других людей, которые страдают от атомной энергетики. Спасибо. добиваться вот этих. Вопрос можно, да, товарищ? Вопрос. Давайте перейдем все-таки к выступлениям других наших участников. Пожалуйста, дадим слово человеку, от которого очень много зависеть будет. Это председатель комитета Государственного собрания ЛТМН по экологии и промышленности. Всеми нами уважаемый Прокопьев Владимир Михайлович. Владимир Михайлович, вы здесь, да? Пожалуйста. Спасибо. Владимир Михайлович. Спасибо, Александр Витальевич. Во-первых, спасибо за приглашение. Мне было в определенной степени тоже интересно слушать. Значит, ситуация такая, коллеги. В условиях глобального потепления весь мир сегодня, значит, ищет альтернативные варианты энергообеспечения, поскольку в мире объявлена целая декарбонизация. Поэтому и наша страна в этом вопросе тоже не исключение. Идет поиск иных вариантов решения энергетических проблем. И мы понимаем, что атомная энергетика на сегодня во всем мире рассматривается как один из наиболее вероятных и наиболее необходимых видов энергии, получения энергии. В целом, я жду, прошу прощения. Заходи. Значит, извиняюсь. Атомная энергетика доказала свою состоятельность. Но если ею пользуется много десятилетий, при этом, конечно, абсолютно правомерно всех волнует риски, возможно, риски. Тем более у большой атомной энергетики, у большой, еще повторяю, атомной энергетики были серьезные проблемы. Мы об этом знаем, и Чернобыль, и Фукусима, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, наше население беспокоит экологическая составляющая, возможные риски различных аварий, нештатных ситуаций и так далее. Поэтому я тоже в какой-то степени разделяю озабоченность своих земляков, людей, которые, хотя и, может быть, и не особо глубоко мы не разбираемся, но тем не менее наше население, значит, обеспокоено. Вот с другой стороны, территория нашей республики очень огромна, и мы испытываем практически голод. Очень серьезный энергетический голод. Для того, чтобы
дальше развивать свою экономику, тем самым повышать благосостояние наших жителей. Вот возьмем Кутузское месторождение, которое является уникальным месторождением, одним из крупнейших не только в России, но и в мировом масштабе. Сейчас в советских времен из-за невозможности решения проблемы энергообеспечения и Кутюза, и добычи олова, переработку, значит, были серьезные проблемы. И до сих пор вот это месторождение оно не освоено. Поэтому, с одной стороны, республика сама очень заинтересована в освоении этого месторождения, поскольку мы должны доходы, еще раз повторяю, бюджет республики, для того, чтобы повышать благосостояние наших жителей. Вот в этих условиях, как и во всем мире, конечно, мы заинтересованы в получении дешевой электроэнергии, которую может выработать вот станция атомная станция малой мощности. Весь мир интересуется. Поскольку не все могут, значит, строить, не все могут и имеют возможность эксплуатировать серьезные крупные атомные станции. Но с точки зрения, опять же, обеспечения безопасности населения, нам необходимо внимательно и детально изучить. Отрадно, что началось обсуждение, первое обсуждение у наших общественников. Необходимо продолжить подобное обсуждение и на площадке общественной палаты, значит, обсуждение жителями Устьянского района. Но, коллеги, вместе с тем веское слово, конечно же, должны сказать специалисты, эксперты, ученые, промышленные экологи, в полном объеме владеющие информацией, знающие всю технологическую цепочку, все процессы и адекватно оценивающие риски. Вот поэтому нам необходимо предложить концерну Росэнергоатом более подробно раскрыть информацию. Тут я в этом с выступающим товарищем согласен. Информация должна быть подробнейшей. Все должно быть раскрыто. Вся цепочка, весь проект. И она должна быть доведена до населения. В полном объеме. Не должно быть никакой утайки. Вот только в этом случае мы можем видеть, понимать, знать, что это такое. Нам необходимо очень серьезно взвесить за и против, прежде чем принимать определенные решения. При этом, с другой стороны, не надо вводить в заблуждение людей тоже. Понятно же, что эта энергетика прежде всего нужна для освоения ряда очень серьезных месторождений не только в Устьянском районе, но и в ближайших северных районах нашей республики. Это мы заинтересованы, как республика, в дешевой энергетике. Вернее, в энергетике с низкой себестоимостью и безопасной, с другой стороны. Поэтому мы должны принимать решения, а не кто-либо. Жители республики, гости республики. С учетом мнения, еще раз повторяю, с учетом мнения специалистов, ученых, промышленных экологов, людей сведущих.
Пустые слова, наверное, тут не нужны. Поэтому, коллеги, давайте мы так договоримся. Значит, завтра, значит, ну, на днях состоятся, значит, эти встречи в районе. Вот. Затем мы найдем время и формат, Александр Михайлович, найдем время и формат на площадке парламента. Значит, профильный комитет проведет определенные мероприятия. Я сейчас по формату не могу сказать, в каком виде мы это организуем и в какие сроки, но определимся, обязательно послушаем. А для этого, если есть тут представители Росатомэнерго, или кто-то может передать, я тоже дам, вернее, значит, попрошу передать мои слова, чтобы вот эта компания, концерн, он подготовил всю полноту информации. И на ОС также был предоставлен соответствующий полный документ. Спасибо. У меня все. Спасибо, Владимир Михайлович. Есть вопросы к Прокопьеву Владимиру Михайловичу? Есть вопросы? У меня вопрос к Андрею Вячеславовичу. Андрею Вячеславовичу вопрос можно? Вы же сейчас только говорите. Владимир Михайлович, есть вопрос у меня? Можете задать, Владимир Михайлович? Спасибо. Владимир Михайлович, есть вопрос? Есть вопрос? Владимир Михайлович, есть вопрос у меня? Давай, пожалуйста. Спросите. Еще раз, меня зовут Аркадий Эдуардович Клепчин. Вы сейчас, ну, представьтесь, меня зовут Аркадий Эдуардович Клепчин. Да, вы сейчас только в короткой речи сказали, что нужно развивать энергетику. Вопрос задать. Да, есть проблема обеспечения электроэнергии, получения дешевой электроэнергии. Допустим, я прожил в Черском, у меня там и квартира, у меня там живут и родители. Вопрос. Вот сейчас я вам задам вопрос. Время ограничено. Дослушайте меня, пожалуйста. Дослушайте меня. Давайте. Мы все знаем, что поселок Черский питается откуда? От Билибинской атомной электростанции. Вы согласны со мной? Согласны. Соответственно, в поселке Черском там вообще нет вопросов такого, чтобы была такая дешевая электроэнергия. Вообще никакого ни скидок, ничего, можно сказать. Да? И там посреди, дослушайте меня, пожалуйста, и там посреди зимы минус 45 градусов, да, отключают электричество. По несколько раз, допустим, в год отключают электричество. Почему так происходит? У меня из-за этого перегорел мой... Это другой вопрос. Это абсолютно вопрос. Ко мне. Нет, слушайте меня, вопрос будет. Дослушайте, пожалуйста, меня. Дослушайте. Ну, давайте вопрос задавайте, пожалуйста. Да, дослушайте меня сперва. Зимой выключают энергию. У меня несколько раз перегорало. Мы понимаем, давайте вопрос задавайте, пожалуйста. Вопрос. А в чем суть? Вот, допустим, почему вы говорите, что со строительством атомной электростанции в Устьянском районе подешевеет электричество? Я не сказал, нет, я согласен. Давайте, пожалуйста, отвечайте. Не намерен вести диалог, поскольку вы, может быть, немножко не знаете ситуацию в целом по республике. Спасибо. Хорошо. Да, сейчас тогда мы даем слово, как говорится, то, что Владимир Михайлович сказал, нашему уважаемому эксперту, заслуженному экологу России Киприянова Любовь Даниловне, подготовиться представителю Росприроднадзора, пожалуйста. Любовь Даниловна, пожалуйста. Привет всем. У меня было очень много времени ознакомиться с проектом ОВОС, но тем не менее, значит, я сделала некоторые свои замечания. Ну, в проекте ОВОС говорится, что основной особенностью АССМ является использование реакторной установки судовых ядерных установок. Ну, тут вот много говорили, что ядерные установки имеются на атомных ледоколах.
Но помнится, в 90-х годах был проект «Елена». И по этому проекту, значит, рассматривали мы тогда этот проект, и там говорилось, что «Елена» — это используются ядерные установки атомных подводок. И вот этот проект мы, рассмотрев, значит, зарубили, поскольку там был не решен вопрос охлаждения. Ну и вот вторым замечанием является компактность и модульность вот этого проекта. Ну и раз идет модуль, значит, надо было проект разделить на две части. Рассмотреть технические координаты самого модуля. И вторая часть – это рассмотреть промышленную площадку, на котором будет устанавливаться этот модуль. В данном случае разделения нету. Идет какие-то выкладки технического вот плана, и разобраться вот в этом очень технических вот таких вот вопросах, в общем-то, довольно-таки трудно. Поэтому я предлагаю разделить модуль, проект, значит, техническое состояние самого модуля рассмотреть отдельно, и промышленную площадку рассмотреть отдельно. И для того, чтобы рассмотреть состояние вот этой площадки, необходимо сделать генплан. Там есть генплан внутри самой промплощадки, а вот генплан поселка с размещением промышленной вот этой вот площадки и прочих там объектов, там вообще пусто. И поэтому судить как-то очень... Потом, значит, коммуникации и технологические сооружения будут уточняться по мере реализации проекта. Это в самом ОВОСе написано. Ну, на данном этапе надо было и какие-то коммуникации, технологические сооружения вот как-то озвучить хотя бы в первичном варианте, чтобы мы могли понять, что же это такое. А когда будет это составляться уже потом, по мере составления проекта, это как-то будет очень трудно рассматривать. Ну и электрическая, вот эта атомная электрическая станция делается для обеспечения электричеством золотодобывающего комплекса месторождений Кючус. Ну, хотелось бы остановиться на этом Кючусе. Дело в том, что месторождение золота Кючус в данном проекте как-то не рассматривается и в техническом задании, и в этих вот проектных работах он вообще не рассматривается. И хотелось бы отметить следующее, что золотодобыча и вообще вся добыча в Устьянском районе вызывает очень много сомнений. Дело в том, что стоят заброшенные поселки: Северный, Энтузиасты, Амчикандя, Кулар и сам Депутатский. Там добывали золото, добывали и олово. Все в заброшенном состоянии стоят. Это вот пустые окна, пустые двери, ветер гуляет. И на этом фоне еще разрабатывать Кючус, это, я считаю, вообще нелогично. И в данном случае Депутатский находится хвостохранилище депутатского ГОКа. Оно култыхается, оно имеет очень отрицательное, непозитивное отношение к окружающей среде, и поэтому утилизация вот этого хвостохранилища вообще не рассматривается, и будут делать новое хвостохранилище Кучуса. Без этого все равно не обойдутся. Поэтому вот этот вопрос необходимо как-то вот рассматривать, и в данном случае вот на фоне вот этих отрицательных вопросов рассмотрения вот разработки месторождения Кучус я считаю нелогично. В данном случае в ОВОСе, значит, рассматриваются альтернативные варианты и выбора участка, и альтернативный вариант самой атомной электростанции. В альтернативном варианте рассматривается дизельная электростанция на дизельном топливе, и больше другие варианты не рассматриваются. Я считаю это большим недостатком проекта.
Другие есть источники, другие есть наверняка варианты, почему-то не рассматривается. И смотрите, в Устьянском районе проживает чуть-чуть более 7 тысяч человек. И для этого городить вот эту атомную электростанцию, для того, чтобы обеспечивать добычу золота на Кучусе, я считаю, что это неправильный подход. Ну и электростанция будет обеспечивать, атомная электростанция будет обеспечивать электроэнергией Усть-Куйгу, поселок Депутатский, поселок Казачье и месторождение Кучуш. И в данном случае не рассматривается линия электропередачи. Там пишется, что линия электропередачи будет рассматриваться потом. Но дело в том, что тянуть линию электропередачи на вечной мерзлоте на таких больших расстояниях, как, допустим, Казачье или, допустим, там Депутатский, это очень, я бы сказала, дорогое удовольствие, во-первых, и во-вторых, оно пройдет по тундре, и как оно отразится, вот это вот там тоже другой, может, ВОЗ будет. Вот. Данному ВОЗ его нет. И я думаю, что это тоже один из больших недоработок этого проекта. Потом, значит, пишется, что радиационное влияние атомной электростанции на население и окружающую среду будет прорабатываться потом. Как это потом? Необходимо уже на этом этапе рассматривать это влияние и сделать, значит, по программе «Эколог» влияние вот этого радиационного вот этого влияния уже рассматривать на этом этапе. И, значит, эта самая электростанция будет находиться в 35 километрах от месторождения Кучуш. Там тоже будет, значит, электропередача, дорога, инфраструктура какая-то, но это тоже не рассматривается. И здесь вскользь сказано, что санитарно-защитная зона и зона наблюдения будут устанавливаться потом. Но, тем не менее, выбрана, значит, территория 3,5 километра от, значит, самой электростанции и вот самого поселка Усть-Куйга. На каком основании 3,5 километра выбрали? Если санитарно-защитная зона не установлена радиационное влияние на население, просто так с кондачка, что ли? Я считаю, что это тоже очень большая недоработка самого проекта. Теперь будет использоваться техническая вода. И будет забираться 2000 кубов в час. Это же огромное количество воды. Хотя там говорится, что будет и оборотное водоснабжение, и сухие градиры будут. Сейчас это огромная цифра. Потом я смотрела геологию. Значит, они проводили биологические изыскания в 2016 году, повторно сделали в 2020 году. Но, значит, они тут пишут, что основные вот эти горные породы – это алевролиты. Это та порода, которая дает просадку очень быстро. Мы имеем уже такой опыт. Это Батагайский провал огромный. И этот провал, в общем-то, развился на алевролитовых вот этих пород. Поэтому для того, чтобы разместить вот эту промплощадку алевролитов, наверняка надо изучить и историю этого провала Батагайского. И вот натурные исследования были инженерно-геологические, но вот по геологии дается довольно-таки, будем говорить, подробный отчет, но, тем не менее, вот этот вопрос меня вызывает сомнения. Значит, по геоморфологии тоже, значит, идет, как бы, рассматривается это. Они рассматривают 4 направления. Это склоновые процессы, субфазионные процессы, русловые процессы и мерзлотные процессы. И вот они рассматривают, основной упор делают на субфазионные процессы. То есть они говорят, что субфозии как такового нету. Но дело в том, что если они рассматривают склоновые процессы, значит, эта площадка стоит не на ровном месте, а имеет какой-то уклон в сторону реки или в сторону какого-то понижения. И градус склонного вот этого вот
процессы они должны были обязательно рассматривать. И, значит, русловые процессы, они так там замутили с этими меандрами, поворотами, там тоже очень много вопросов. И по мерзлотным процессам, значит, они говорят, что от юго-востока, от площадки, в долине Силявля развиты процессы термотермики. Где площадка будет не развита, что ли? Тоже вот это умалчивается. И на каком расстоянии находятся вот эти термокарстовые процессы от самой площадки. А были моменты, когда в 90-х годах в этом же Устьянском районе исчезли емкостные нефтебазы. Просто исчезли они вниз, термокарстовые вот образования. Не повторится ли это? Поэтому вот вопросом необходимо вот это вот, что за термокарстовые процессы, где они проходят, в проекте это надо обязательно рассмотреть. Теперь, значит, изучили, сделали бурение, изучили, значит, гидрологию. И говорят, что есть, значит, находится там артезианский бассейн, и он имеет подмерзлотный характер. На глубине, в общем-то, довольно-таки приличной глубине, питание которых происходит по трещинам и по таликам происходит. И, значит, подмерзлотные воды питаются вот этим трещинам. А не расширятся же эти трещины. Как это будет потом происходить, тоже вот не рассматривается. Ну вот до меня вот это уже коллеги говорили, что там будет рассматриваться 5,6 миллиардов рублей на этот проект. Заказчиками является госкорпорация «Атомная энергия» Росатом. Исполнитель проекта, значит, государственный специализированный проектный институт Росатом. Ну, как бы там ни было, это все вокруг крутится Росатом. А при чем тут Кущу? Откуда он вылез? Тут ни в тех заданиях, ни в заказчиках, ни исполнителя его нету. И появляется предположение, что Росатом решил в Республике Саха-Якутия пустить пробный шар по этим своим проектам и посмотреть, как дальше будет, как будет общественность реагировать, как будут структуры государственные реагировать и как сам поведет сам проект на этой территории. Поэтому вопросов очень много. И действительно, как сказали мои коллеги, вот этот проект несет с собой много отрицательных моментов. И для того, чтобы не спорить тут нам, общественникам, очень трудно, это вот, когда информации очень много, как-то ориентироваться. Росатому предлагаем общественников Республики Саха-Якутия провести этим атомным электростанциям Российской Федерации, посмотреть хранилища, где, значит, находятся отходы радиоактивные, для того, чтобы мы могли как-то сделать свое мнение по этому поводу. У меня все. Вопросы есть к Любови Даниловне? Нету, да? Тогда, пожалуйста, слово даем представителю Росприроднадзора. Представьтесь, пожалуйста. Алло, Росприроднадзор. Да, Якутский, ага. Так. Александр Витальевич. Да. Кимбат Андрей Витальевич. Нет, Вячеславович тоже. Вы по телефону к нему позвоните. Вы хотите вопрос задать? Ну, давайте в конце. Да. Вопрос только задать. Кратенький, очень. Вот здесь, да? Андрей Витальевич. Проект ты смотрел? А? Проект смотрел, нет? Да. Росприроднадзор находится в чате. Есть включен. Есть, слушает. Вопросы, может быть, к концу? Так, Росприроднадзор, пожалуйста. Сидоров Степан. Уже тут есть.
Что, в туалет, что ли, вышел, или что? Вот, Да, я пока вопрос задам. Да, Управление Росприроднадзора, пожалуйста. Нету его, нету. Сергей Августович, пускай вопрос быстро задаст. Ну, давайте, Сергей Августович, пожалуйста. Андрей Вячеславович, вопрос. Вот какой объем сырья необходим для работы атомной электростанции в течение года? Простите, не услышал, не могли бы вы повторить? Какой объем сырья необходим для работы атомной электростанции, вот данной на Кучусе, в течение года? Какой объем? Спасибо, хороший вопрос. Такой информации нету в оценке воздействия на окружающую среду, но я могу, используя калькулятор, вам сказать, что для атомной станции большой мощности, вот которые сейчас самые такие распространенные, на ядерного топлива на год работы 26,5 тонн уходит. Я делю 26,5 на 1200. Это сколько будет на 1? Упс, не делится. 26,5 делим на 1200. И калькулятор не работает. Пожалуйста, сами посчитайте. Для получения в течение года, для работы атомной станции 1200 мегаватт требуется 26,5 тонн. Мы можем предположить, что примерно пропорционально снижению мощности. Мощность вашего объекта 190 мегаватт электрический, значит, тепловой, значит, мы должны не на 1200 делить. Простите, все наоборот. Мощность тепловая она должна быть сравнена, потому что ваша электростанция электроэнергию производит очень мало. Мы должны 26,5 тонн разделить на 3200 мегаватт. На 3200 мегаватт. И потом умножить на 190. Можно? 26,5 разделить на 3200 и умножить на 190. Это примерная оценка, сколько тонн ядерного топлива, примерно 1,5 тонны. 1,6 получилось. Примерно ядерного топлива. Но снова здесь перегрузки будут по-другому несколько устроены. Это просто оценка, ну вот вы спросили, я придумал ее. Да? Это можно спросить на студии, пускай они ответят, как на самом деле будет происходить. Хорошо. А вот нас в университете учили, что там 1 килограмм или там тонна этого заменяет 250 вагонов, железнодорожных вагонов угля. Это, насколько это? Вам врали, потому что надо сравнивать уголь с количеством добытой урановой руды. Чтобы получить... Я имею в виду завоз. Позвольте продолжить. Чтобы получить эти 1,5 тонны, вам привезут 1,5 тонны топлива в год. Ну, то есть на 6 лет будет, соответственно, 10 тонн. Но чтобы получить эти 1,5 тонны топлива, нужно вынуть намного больше породы. Снова скажу, посмотрите, что на Ликонском месторождении происходит. Или растворить под землей, просто образовать радиоактивные отходы, жидкие озера радиоактивных отходов, если добыча будет, как в Курганской области, вестись методом подземного выщелачивания. Намного больше породы придется изымать, чем если бы изымать просто уголь, который напрямую сжигается. Снова, тут зависит от качества месторождений. Обычно урановые месторождения имеют доли процента содержания урана. Вы можете легко умножить вот эту цифру на 1000, и у нас получится примерно, что вот эта 1000 вагонов, она и вылезает. Понимаете, да, в богатых месторождениях урана доля 0,4%. 4000. Стоимость добычи. Ну, мы же говорим о... Мы должны оценивать всю... Я уже, извините, устал, забыл, кто это сказал. Конечно, всю цепочку надо исследовать. От добычи урана, потому что это воздействие на Россию. Нет, воздействие на Якутию – это здорово, это надо обсуждать. Ну, в смысле, это плохо, это надо обсуждать. Но надо рассматривать воздействие добычи урана, воздействие производства ядерного топлива, воздействие обогащения урана, мы про это сейчас не говорили. И вот если все это вместе вытащить, я вижу, что только сырья для производства этих придется да, как раз в несколько тысяч. Дело в том, что я сам уроженец района, где добывался раньше уран. Они сейчас законсервированы. Вот там они, я считаю, что
благодаря им, наверное, вот Иосиф Виссарионович создал вот эту атомную бомбу вовремя. Мы же сейчас не будем повторять подвиг Лаврентия Павловича, потому что Иосиф Виссарионович там не участвовал, а Лаврентий Павлович, да, это создатель Росатома, такого, как мы знаем, то есть атомной промышленности в широком смысле этого слова. Да. Но давайте, вот мне-то кажется, что ситуация гонки вооружений, собственно говоря, выживание страны, возможно, требовало такой вот, чтобы закрывали глаза на экологическую безопасность, закрывали глаза на человеческие жизни. Ну, я не буду про концлагеря здесь в Якутии. Наверное, вы меня знаете. И согласен, это другой вопрос, и сейчас должны быть более взвешенные подходы. Если в момент гонки ядерных вооружений нужно было пан или пропал, нужно было добывать уран любой ценой, сейчас не любой ценой. Вот это мне важно, чтобы мы учитывали, когда обсуждаем атомную станцию. Сейчас, конечно, есть другие. Добывали очень даже примитивным способом. Спасибо. Ага. Пожалуйста. Спасибо, Сергей. Представитель Росприроднадзора, пожалуйста, и, наверное, закругляемся после него. Так. Росприроднадзор, пожалуйста, слово вам. Управление Росприроднадзора тут есть. Так, ладно. Тогда кто хотел бы выступить, пожалуйста. У меня вопрос к Андрею Вячеславовичу. Надо, чтобы звук пошел, да? Обычно экологи все время упрекаются в том, что мы противимся прогрессу и так далее общественников, а мешаем развитию республики. Мы знаем, что золото на Кючусе, как заявлено, на сумму 20 миллиардов рублей, а стоимость этой станции, которую предполагается там поставить для ее добычи, превышает примерно в 2,5 раза. Так стоит ли овчинка выделки? И еще один вопрос. Вы вчера были у Черчоева Анатолия Игнатьевича, который рассказывает нам уже несколько лет о своей станции, которая является, по его мнению, более экологичной, более, так сказать, экономной и менее дорогой по сравнению с другими такими атомными станциями. И если какое-то рациональное зерно в разработке, или, вернее, в изысканиях Анатолия Игнатьевича, вот, что вы вынесли из беседы с ним? Возможно ли применение таких станций малой мощности и для отопления, и для освещения вот, арктических районов, и, возможно, для промышленности? Да, два вопроса, я попробую по очереди ответить. Действительно, в документах, которые у нас перед нами, 56,1 миллиарда рублей в ценах 2020 года оценивается стоимость проекта, и написано, что она будет расти, но обычно стоимость атомных проектов растет по мере их реализации, потому что никто не знает в точности, сколько будет стоить новый энергоблок. Меня тоже это сильно удивило, что при небольших изменениях конъюнктуры, при изменениях цен на нефть, извините, пожалуйста, на золото, возможно, экономика вот этой связки, атомная электростанция маломощная и золотоносное месторождение Кючус, может быть, там просто произойдет обесмысливание с экономической точки зрения, но, к сожалению, сейчас мы не это обсуждаем. Вот у меня большой вопрос. Очень приятно, что слушают люди здесь влиятельные в Якутии. Вопрос в том, что обсуждать-то надо в целом технико-экономическое обоснование всего проекта. Нужно обсуждать не отдельно энергетику, отдельно строительство дорог, отдельно, что там потребуется, порт, а сначала принять стратегическое решение, сделать стратегическую экологическую оценку именно по разработке месторождения. И потом уже в зависимости от потребностей. Ведь мы же никогда не слышали, я не слышал, скажите, если кто-нибудь из участников знает, а есть ли заявка от горных добытчиков, сколько электроэнергии они возьмут, сколько им нужно тепловых,
гигакалорий в час, сколько им нужно электрических мегаватт, или, может быть, сотен киловатт. Ведь пока этого нету, проект вот этой атомной станции, хотя и называется она малой мощности, мощность ее, в общем-то, гигантская, 55 мегаватт, это много. И я сейчас перехожу к ответу на вопрос второй про встречу с Чемчоевым. Он, собственно говоря, вот это для меня открыл. Мощность предлагаемого проекта, по его оценкам, избыточна для освоения месторождений. То есть станция будет вырабатывать электроэнергию, которая, ну да, можно предположить, что будут построены ЛЭП чуть ли не в депутатский, может быть, а может быть и нет, но все равно потребление в жилищно-коммунальном хозяйстве небольшое, а сам комбинат по оценкам Чемчоева раз в 10 меньше будет потребует электроэнергии. Именно отсюда его предложение. Именно отсюда его предложение снизить мощность энергетического объекта в данном конкретном случае. Снова скажу, я не могу это комментировать, я не горный инженер, я ядерщик, я физик, еще раз. Я тот самый эксперт, вот, которого просили, чтобы говорили, рассказывали эксперты. Приехал, рассказываю. Но я в горных работах мало что понимаю. Про изобретение Чемчоева я желаю ему успехов в том, чтобы он получил патент, защитил свое изобретение. И если будет доказана техническая состоятельность, экономическая состоятельность, чтобы пробовал это. Единственное, что у меня не создалось впечатление, что это надо называть словом «атомная станция». Вот если вы знакомы с самим проектом, то там совсем не атомная станция. Его подход близок к тому, что применялся в РИТЭГах, то есть там другой способ, там нету цепной реакции деления ядер урана и плутония, что выводит его объекты из категории, такой узкой категории атомных электростанций. Но мы сейчас не его обсуждаем. Если придет время проекта Чемчоева, если будет он вынесен на общественное обсуждение, наверное, он также потребует обсуждений, будет опубликована оценка воздействия, мы точно так же, как сейчас, без всяких предвзятостей, будем смотреть, а где там риски, а может быть там тоже что-то не так, а может быть наоборот там все хорошо. Но пока мы, к сожалению, обсуждаем другой проект. И раз уж мне дали слово, могу сказать одну важную вещь. Вот мы говорили, что эти похожие реакторы, только не в энергетическом исполнении, стоят на атомном ледоколе «Арктика», который около года назад спущен на воду. Введен в строй, спущен на воду порядка 2 лет назад. Важная информация. На атомном ледоколе 2 реактора. Знаете почему? Потому что каждый из них может выключиться случайно. И судно потеряет ход в ледовой обстановке, это означает большие проблемы, а может быть и смерть экипажа. Ваша атомная станция одноблочная. То есть проект, снова, она избыточная. Коллеги, а у нас есть какой-нибудь регламент? Мы как долго запланировали проведение этого круглого стола? 2 часа. Давайте какие-то предложения сформируем, или у нас не будет предложений никаких? А вы думаете, нам удастся сформировать предложение? У нас есть сторонники строительства, есть противники. У нас круглый стол, и мне кажется, принимать решения очень сложно. Вот что вы предлагаете? Устроить голосование среди тех, кто сейчас в Zoom? Можно? Давайте попробуем. Кто в Zoom, пожалуйста, напишите в чате, так будет проще, за или против. Мы это посчитаем, это будет каким-то срезом того, что происходит. Нет, мне, просто действительно, я согласен, что надо заканчивать. Я просто ответил на 2 вопроса, я заканчиваю. Я думаю, надо закругляться. Я думаю, что в результате сегодняшних слушаний у нас появилась большая пища для размышлений. Все равно решение будет приниматься на слушаниях, я думаю. А после этого 25-го будет обсуждение в общественной палате. Я считаю, что это немножко поздновато, конечно. И вот Владимир Михайлович Прокопьев предложил собраться экспертам на площадке Государственного собрания «Туман». Мы там достаточно много острых вопросов обсуждали. Я думаю, что это тоже будет очень хорошее обсуждение. Так, если ни у кого нет вопросов, выступлений, пожалуйста, то мы... У меня есть... Пожалуйста. Можно, да? Да, конечно. Чиросов Михаил Михайлович, член общественного экологического совета при министерстве и при главе, доктор биологических наук. Очень хорошо, что
это прошло, потому что мы, люди, порой любим концентрированную информацию. Она была получена. Конечно, мы все разные. Кто больше слушает, кто больше читает. Прекрасно, что есть, вижу в чате люди, которые говорят, устьянцы нуждаются в электричестве. Конечно, в стабильном электричестве нуждаются все у нас в республике, но какой ценой? И стоит вопрос, правда, в реальности тут есть ряд моментов, особенно вот по обороту с отходами, которые, если вдруг у нас это все останется как вот в состоянии, как часто бывает, все оставили и ушли, эффект получили, то это будет очень похоже, как совсем недавно наш президент страны сказал, получил доход, убери за собой. Вот надо, чтобы было все убрано и все сделано, если такое вообще можно убрать и сделать. Поэтому стоит вопрос, что по поводу радиоактивности, это вообще вопрос достаточно специфический. Насчет Конституции, я понимаю, что, наверное, сейчас уже Конституция Российской Федерации измененная, сейчас уже Конституции субъектов республик тоже вопрос трансформируемый. Я думаю, это не будет очень критично для органов власти, но вот какое-то гарантированное, полезное взаимодействие, вхождение такой могучей структуры, как Росатом, по объему, по мощности они ничуть не меньше, чем Алроса, чем Роснефть и другие структуры. Если все остальные структуры у нас в республике, маломальски понимают ответственность свою, то здесь это просто вот 161 страница текста, в котором, как мы видим, масса есть вопросов открытых, и все. Как-то удивительно, что они радостно и красиво заходят в республику, практически не понимая особенностей. Наверное, есть еще ряд вопросов, кто проводил ОВОСы, есть ли у них опыт, знают ли они, как нужно делать изоляцию. У нас здесь по полигонам наших отходов, обычных бытовых, а не таких опасных, как у них, куча вопросов по изолирующим материалам. То как все там происходит, как будет там проходить, и вообще, наверное, вопросов много. А в решениях, наверное, надо обратиться ко всем, чтобы все писали вопросы. Электронная почта есть, надо, я думаю, по крайней мере, сделать четкую такую конкретную информацию для экологов, чтобы они писали. В противном случае получится, как обычно. Не написали, ваша проблема. Но и экспертиза будет проходить же, как по закону все положено. И территориальное управление Росприроднадзора, они вот тут присутствуют, но почему-то не сказали свое веское слово. Это объекты высокого уровня, поэтому это все к ним. Поэтому, соответственно, от их позиции тоже очень много зависит. Плохо, что они не высказались, но спасибо, что сидят, слушают. Это уже неплохо. У меня все. Я думаю, 23-е как-то... неужели невозможно, ладно, интернет, хотя бы присутствовать в виде звонков системы с МТС на МТС, с Билайна на Билайн. И присутствовать, консультировать людей. Интересная информация там явно выйдет. Наверное, расскажет то, что Андрей Вячеславович, и судя по маленькому объему, может, и не прочитал. Может, сейчас что-то новенькое появилось. Как-то интересно, вот 23-е присутствовать. И большая просьба, Андрей Вячеславович, я понял, будет там, надо вести какую-то запись документальную, чтобы было зафиксировано. Вся логика, все идеологии, это тоже очень важно будет. Такое предложение, хотя бы так. Спасибо. Так, уважаемые друзья, напоминаю, что запись нашего круглого стола Николаем Андреевичем Барамыгиным и будет опубликована в его блоге. Спасибо вам за участие. Всего хорошего. До свидания.
Михаил Михайлович, пожалуйста. Да-да, ну вот это Николай Андреевич, он же это, запись идет, он уже организатор, он закрывает. Лучше, чтобы люди вышли. Да. Я еще хотел бы добавить, я Александр Витальевич. завтра тоже вылетаю на слушание, ага. Поэтому, Николай Дмитриевич, мне это обязательно сбросьте. Я считаю, что сегодня очень полезно, и круглый стол прошел, многие вопросы озвучили, которые как раз мы там и озвучим. Что вы получили ответ из первых уст. И 25 числа мы еще раз с вами встретимся, и будут представители Росатома и так далее. И там примем вот конкретное решение. Мнениями обменялись, как говорится, но запись мне нужна, чтобы мне ее руководство. Береги. Ну вот я как бывший глава, отработавший вот в Северном УВУСе тоже, вот по завозу, вот я говорю, там 1,5 тонны или там 100 тонн угля нужно, или там 60 тонн жидкого топлива. Вот каждый год это эпопея. Завоз топлива это вообще вытекает, как говорится, как война у нас там начинается. И каждый год вся эта проблема вот повторяется. Поэтому вот я тоже думаю, здесь надо очень хорошо подумать. Потому что, когда я вот тоже занимался золотодобычей в своем районе, мы вот для того, чтобы обеспечить золотарей топливом, завозили к ним вот, бензовозами по бездорожью. Это вообще ужас. Вот. Поэтому, я думаю, тут надо тоже как-то все это взвесить. За и Да, судить, вот да, глава тоже, думаю, тоже такого же мнения. Да. Вот я хочу сказать пару слов, вот пока все еще не вышли вот из нашей беседы. Вчера вот мы с Андреем и Викторией посетили Анатолия Игнатьевича Чумчоева. Вот он презентовал свои идеи вот создания вот нагревательных устройств на базе расщепляющихся веществ, на базе отходов атомных электростанций. Но там, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день еще не дошло до технологических разработок, еще не дошло до опытных образцов. Вот, поэтому предложение Анатолия Игнатьевича, к сожалению, это не дело сегодняшнего дня, это не дело завтрашнего дня, это вот надо плотно работать. Вот, и что касается его предложений, да, ну тут вот я разговаривал со специалистами, в республике создана группа под руководством Василия Моисеевича Ефимова, вот, где собрались люди, каким-то образом связанные с атомной промышленностью, вот, с горнорудной промышленностью, горнохимическим производством. И вот, как мне сказал Василий Моисеевич, вот, судовые реакторы — это наиболее, как он сказал, практически освоенные источники энергии. Да? То есть это он так вот сказал, да? Но безотносительно к конкретному типу реактора, потому что использовались на атомных подводных лодках, использовались на ледоколах. Вот. И он говорит, что он посмотрел видео выступлений Андрея и Виктории. Вот. Большое спасибо им за то, что вот они свободно и открыто высказывали вчера свои мнения. И вот он сказал, что те многие вопросы, которые ставит сегодня Андрей Валерьевич и Виктория, эти вопросы вот рабочая группа Василия Моисеевича Ефимова ставила перед Росатомом раньше. Ага. Поэтому вот тем, кто будет участвовать на общественных слушаниях, вы будете все лететь туда на одном самолете, там будете в одном поселке. Просьба все-таки вот встретиться с Василием Моисеевичем и с его членами его рабочей группы и обсудить, какие вопросы они ставили и какие ответы они получили от Росатома. Потому что действительно вот в этот раз на самом деле это очень крупное эпохальное событие, да,
начала атомной энергетики в республике. Вот, и как уже многие выступающие сказали, вот еще начиная с 90-х, там, с 80-х годов ставились вопросы об использовании атомной энергетики на севере, да, потому что, как вот опытные главы говорят, это действительно каждый год у нас эпопея по завозу вот этих горюче-смазочных веществ и топлива. Вот. Но тут действительно палка о двух концах. Мы можем решить одну проблему и получить несколько новых. Поэтому все-таки всем тем, кто выезжает на общественные слушания, желаю удачи и успехов. И, как уже сказал Андрей Валерьевич, вам дадут 2-3 минуты, и надо будет как-то поделиться вопросами, чтобы каждый задавал какие-то свои вопросы на общественных слушаниях, чтобы не повторяться и не тратить драгоценное время в Усть-Куйге. Но удачи вам. Спасибо. Ну, спасибо большое за участие в круглом столе. Всего хорошего. Я думаю, не последний раз встречаемся. До свидания. До свидания.